И давайте посмотрим, как пройдет этот финал. Я уверен, что мы получим удовольствие от мастерства этих спортсменов спортивного самбо дисциплины в финальном поединке до 88 килограммов на чемпионате мира, который проходит в Ереване в спортивном комплексе имени Карена Демирчана. Борьба за захват идет. Неплохой сейчас захват взял, на мой взгляд, кыргызский спортсмен. Односторонний. Вот вы видите, он левую руку, предплечье и плечо прихватил. Но вот сейчас... Барына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Барына чексиз. Перевел поединок партер казахский самбист, и арбитр увидел, что никаких действий нет в партере, и поднимает стойку спортсменов. И вновь сейчас пытается кыргызский спортсмен взять вот этот односторонний захват, левую руку, и, видимо, готовит сейчас атаку. Нет, вот попытается пройти в плотный очень захват, но не получается у него это сделать. Вот прошло 1,5 минуты, и, конечно же, более такой активен в этом противостоянии финальном кыргызские спортсмены. Я думаю, что сейчас после 2 минут по правилам обязательно, если нет оценок, то арбитр дает предупреждение за пассивность одному из спортсменов. Это обязательно или обоюдное, но в данном случае по ходу вот действий видно, что кыргызский спортсмен более активен, он и захват постоянно подбирает к себе, и передвижения у него более активные. И вот проход на атаку броска через плечи с колен. Неплохо сейчас проверил своего соперника Асылбек Уулу. Проверил, может ли он проходить в такую низкую позицию. И сейчас, я думаю, он, может быть, еще раз попробует это же выполнить. Он близок был к тому, чтобы провести прием. Но вот здесь вот совсем непонятно, конечно. Совсем непонятное решение арбитра, почему предупреждение за пассивность именно кыргызскому спортсмену. Он и попытку сделал атакующую, и захваты более плотные берет. А вот сейчас попытка сделать переднюю подножку была с колена. Вы видели, как на одно колено опустился казахский спортсмен Кайшибаев, а другую ногу вытянул вперед. Вообще очень распространенное техническое действие в самбо. (0-0) пока на табло. И вот сейчас попытка была броска через спину с колен от кыргызского спортсмена, который в красной форме. Но пока не проходит эта атака. Ну вот хороший зацеп изнутри был в исполнении Асылбека Уулу.
Мы увидели, как своей правой ногой он очень так корректно и своевременно подцепил под пятку своей голеностопом, под пятку своего соперника из Казахстана. И резким толчком назад его соперник упал на бок. И 2 балла получает сейчас кыргызский спортсмен. И дальше продолжает. Вот видите, он опять берет односторонний захват, левую руку, и держит ее, вот хорошо срывая, потому что он понимает, что именно эта рука является сильной, то есть рабочей, а ее надо обязательно закрывать, не давать действовать. И тогда вероятность атаки со стороны соперника будет мала, и практически эффективность его борьбы уменьшится в разы. А это самое важное в спортивном поединке — уменьшить коэффициент полезных действий своего соперника, блокировать все его действия и не давать возможность вообще применять свои коронные приемы, которые отрабатывались на тренировках. Ну вот мы видим, это работает. И вот время закончилось. И что же мы видим? Что кыргызская сборная празднует сегодня победу в весовой категории до 88 килограммов. Асылбек Улу Жамалбек становится чемпионом мира.